Здравствуйте, дорогие зрители! Рада, что вы встречаете этот день вместе с нами. На календаре пятница, 4 апреля, на термометре 16 градусов, а на ваших экранах такие же долгожданные и теплые Георгий Арчегов и Светлана Кусова. В эфире самая бодрая программа «Доброе утро, Осетия». Значит, впереди вас ждет много интересного. Главное, не переключайтесь. В ближайшие полчаса мы узнаем, какой след оставил 4 апреля в истории, каким танцем можно будет удивить друзей на вечеринке и кое-что увлекательное о мире нашей новой рубрики. И особенно об осетинской школе большого тенниса с нашим специальным гостем. Пристегнитесь, мы взлетаем. 4 апреля в истории. 192 года назад в свет вышло полное издание романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». Ровно 7 лет, 4 месяца и 17 дней. Столько понадобилось поэту, чтобы написать энциклопедию русской жизни. А первый тираж, а это ж, представь себе, 5000 экземпляров разошелся за неделю, как горячие пирожки. Небывалый успех даже для тех лет, когда любовь к чтению не приходилось прививать. С нею уже рождались. Кстати, отличный план на выходные перечитать роман целиком. Свет, вот мне кажется, что если бы Пушкин жил в наши времена, то он бы писал свои произведения гораздо дольше. К слову, сегодня также отмечается Международный день интернета. Это изобретение дало нам множество бесцельно потраченных часов, хотя я о них не жалею, но все же со смешными картинками с кошками, безграничный доступ к информации и других преимуществ современной жизни. И в интернете я нашла еще один факт. 93 года назад впервые выделен витамин С, а еще через год аскорбиновая кислота обрела форму таблетки. Развитие медицины — это, конечно, хорошо, но, Свет, хочется поговорить про самый важный ингредиент здорового утра, без которого ни одна таблетка не поможет. Я не про чай, контрастный душ или зарядку, это все база. Я про здоровый 8-часовой сон, хотя у россиян с этим проблем нет, мы спим на полчаса больше. Наверное, по закону сохранения энергии мы забираем это время у японцев. Слышала, что в Японии живут трудоголики, работают по 15 часов в сутки, 6 дней в неделю. Ко сну в стране восходящего солнца явно относятся с опаской и стараются держаться от него подальше. А зачастую бедные японцы остаются спать на своих рабочих местах, чтобы не тратить время на дорогу, я так предполагаю. Не могу не восхититься трудоспособностью потомков самураев, но жить так я не хочу. Верно, а человек во время сна восстанавливает энергию, регенерируются поврежденные клетки и ткани, а также поддерживается иммунитет. Свет, вот твои бы знания, да японцам, ты бы их спасла в немеренном количестве от выгорания. Но от себя добавлю еще совет экспертов. Правило 3. Не брать телефон в руки сразу после пробуждения, не есть много на завтрак и не ставить любимую песню на будильник. Вообще, мне кажется, что дисциплина в таком случае неотъемлемое правило. Кстати, о дисциплине. Новость для всех чемпионов, спортсменов и завсегдатаев фитнес-залов и тех, кто купил абонемент, но не успевает ходить. 6 апреля отмечается Международный день спорта. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году. Дату выбрали не случайным попаданием пальца на календарь. 6 апреля 1896 года в Афинах стартовали первые в современной истории Олимпийские игры. Подробнее о том, как Олимпийские игры из локальных спортивных соревнований превратились в самый главный мировой чемпионат, расскажет наш новый постоянный эксперт Рустам Хадаев. Рустам. Георгий, Светлана, спасибо за слово. Да, действительно, 6 апреля отмечается Международный день спорта. И в честь такого активного праздника мы поговорим про Олимпийские игры. Как известно, Олимпийские игры стали проводиться в Древней Греции с античных времен, с 708 года до нашей эры. Проходили они в честь бога Зевса и длились 5 дней. Первый посвящался жертвоприношению, жеребьевке участников, клятве атлетов и судей. Во второй день состязались мальчики, затем на арену выходили уже зрелые атлеты. Соревнования проводились в беге на 1, 2 и 24 стадии. В борьбе, кулачному бою, гонкам колесниц, панкратиону, верховой езде, метанию копья и диска, а также пентатлону, прыжкам в длину. Изначально к играм допускались только греки, затем стали приглашаться и представители других народов, в том числе Кавказа. На время Олимпийских игр объявлялось священное перемирие, но и оно, конечно, нарушалось.
Олимпийские игры были связаны с культом языческих богов. Когда христианство стало господствующей религией в Римской империи, многие христианские лидеры рассматривали Олимпийские игры как языческие и противоречащие религиозным канонам соревнования. Так что долгие столетия Олимпийские игры не проводились и были вновь возрождены только в конце XIX века. И вот 6 апреля 1896 года в Афинах стартовали первые в современной истории Олимпийские игры. До этой исторической даты было множество попыток возродить Олимпийские игры, но все удалось лишь благодаря французу Пьеру де Кубертену. Без политики не обошлось. Общественный деятель изучил причины поражения французов во франко-прусской войне и решил, что дело в плохой физической форме военных. Возрождая эти соревнования, он хотел решить проблему слабой физподготовки, а также агитировать за мир во всем мире. Лучше соревноваться ведь на полях сражений, а не в спортивных аренах. Сборная царской России стала участвовать в Олимпийских играх с 1900 года, но больших успехов добиться не могла, поскольку спортивного движения тогда в стране просто не существовало. Не было традиций, тренировочных баз, сложно было организовать поездки в другие страны. Начало Первой мировой войны нарушило поступательный ход проведения игр. А между двумя большими войнами СССР было не до соревнований, да и самой Европе тоже. Полноценной командой сборная СССР смогла поехать только на 15-е игры в Хельсинки, которые проводились в 1952 году. И сразу же разделила первое общекомандное место в неофициальном зачете со сборной США. Тогда же, соответственно, появились и первые советские олимпийские чемпионы по самым разным видам спорта. Уже на следующих играх в Мельбурне сборная СССР была на голову сильнее США. В ее составе появились и первые осетинские спортсмены. Это были борцы вольного стиля. Алимбек Бестаев, который в итоге завоевал бронзовую медаль, и Борис Кулаев, занявший второе место. Первого золота осетинский народ дождался после нескольких попыток в Монреале в 1976 году. Триумфатором стал борец Сослан Андиев. Ну а уже на следующей Олимпиаде, прошедшей в Москве, Сослан Андиев завоевал второе золото, а фехтовальщица Лариса Цагараева стала первой осетинкой, которая завоевала олимпийскую награду. Всего же за всю историю Олимпийских игр осетинские спортсмены смогли завоевать 24 золотых, 17 серебряных и 20 бронзовых медалей. Вот такая славная олимпийская история. Георгий, предлагаю тебе тоже заняться спортом. Это разовьет растяжку, укрепит мышцы, но закрепить превосходство сможешь на всевозможных чемпионатах. Свет, вот честно, ценю твою заботу, но я уже занимаюсь спортом. Уверена, ты говоришь про шахматы, а я предлагаю заняться танцами. Чего? Танцами? Что, у танцоров постоянная нагрузка, акробатические поддержки. Чем не спорт? Ну, этот вопрос, мне кажется, лучше задать государственному ансамблю «Алан». Вот они-то привыкли считать свое мастерство искусством, а не отработанной техникой. Но твой посыл тоже понятен. Тогда предлагаю тебе посмотреть нашу следующую рубрику, в которой спорт отлично сочетается с искусством. Более того, все движения можно повторить на танцплощадке. Дана Бекоева сейчас все покажет. Привет, меня зовут Дана, и сегодня мы с вами продолжим рассказывать о самом эмоциональном, романтичном танце латиноамериканской бальной программы «Румба». На примере элемента, который называется тайм-степ, мы с вами рассмотрим особенности ритма танца румба. Ставим ножки вместе. В бедрах мы с вами продолжаем делать основной элемент всей латиноамериканской бальной программы – это восьмерка. Перенос вес будет осуществляться на очень важную часть – это стянутую позицию ножек. В целом в бальной программе очень характерна стянутая позиция в ногах, чуть-чуть собранный таз. Переносим вес ножки на ножку посредством восьмерки. Очень важно на 4 раз успевать выпрямить оба колена. То есть если я буду двигаться в профиль, да, у меня обе ноги успевают выпрямиться, я не тороплюсь прийти в противоположную позицию. Еще разок. И 4. Раз, восьмерка, 2, 3, 4. Каблучки мы стараемся от пола не отрывать, работать исключительно коленками. Колени выполняют очень мягкую функцию. То есть наши бедра, помимо того, что рисуют восьмерку, делают это через маятник, через нисходящую позицию. То есть бедро заходит все время через верх. 2, 3 путем сокращения расстояния между последним ребром и тазобедренной косточкой. 4. Раз и 2, 3, 4. Раз. Сверху накладываем еще очень важную позицию и работу сторон. То есть помимо того, что мы работаем руками, очень важно ручку вынести стороной. 4. Раз. Сторона. Рука. Сторона.
рука. И если мы постараемся скоординировать в целом всю свою структуру, то движение будет выглядеть достаточно объемным, несмотря на то, что мы с вами стоим на месте. 4. Раз, два, 3, 4. Раз и 2, 3, 4. Раз. Всячески в женском исполнении мы стараемся избегать плоскости исполнения, то есть не выносить ручку исключительно в сторону. Мы рукой работаем сначала в сторону, потом через смену стороны, ручку выносим вперед и забираем ее уже с такой видимой фазой для себя. 4. Раз. А теперь мы с вами попробуем станцевать элемент тайм-степ под музыку. 4. Раз, 2, 3, 4. Раз. Стараемся контролировать плотность ножек, коленки мы сводим ровно близко друг к другу. 2, 3, 4. Выносим ручку стороной. 2, 3. Каблучки стараемся не отрывать. С восьмеркой заходим через низ, через сокращение и поехали. 3, 4. Раз, 2, 3, 4. Раз. Это была Дана Бекоева. Увидимся с вами в следующих выпусках. Пока-пока. Впереди встреча с главным тренером сборной республики по теннису Учей Багаевым. А пока небольшая реклама. Доброе утро только что присоединившимся. Мы продолжаем эфир, и сегодня наш гость в студии – главный тренер сборной Северной Осетии по теннису Уча Багаев. Уча, Здравствуйте. 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 Не могу не спросить в преддверии Дня спорта, в чем польза большого тенниса? Любой спорт полезен, а в частности именно теннис, наверное, своим не только физическими такими плюсами и развивающимися зрение, поясница, руки, ноги, интеллектуальные такие, знаете, особенности, быстро принимать решения. Допустим, вот у теннисистов это вот отличающаяся черта такая, где вот шахматисты, допустим, играют, у них есть время подумать и принять решение. А у теннисистов нет этого времени, им надо быстро принять решение. Поэтому так и называют шахматы, значит, на бегу. Только сейчас понял, что не могу вспомнить ни одного теннисиста с очками. Ну да, мало людей. Сейчас, конечно, в линзах там пару игроков в профессиональном туре есть, но, наверное, да, я тоже не припомню. Ну, в целом, имиджевый вид спорта. Однозначно, наверное, еще и концентрация хорошая. Дисциплина, концентрация. Вообще, вот даже недавно Шамиль Анарьевич рассказывал, президент Федерации тенниса нашей страны, вот ни один теннисист, я, говорит, не помню, он сколько уже, всю свою жизнь в теннисе, чтобы потерялся он в жизни, как-то даже бросив теннис там или оставшись в теннисе. То есть они всегда находят место свое, где... То есть еще и характер закаляется какой-то. У меня такой вопрос. Теннис считается дорогим видом спорта, но у нас часто принято говорить про массовость, то, что детей нужно вовлекать в спорт. Вот как быть с ребятами, которые... у них есть способности, расположенность к этому виду спорта, но по каким-то причинам они не могут себе его позволить. Как-то сейчас у нас помогают таким ребятам? Хороший вопрос, на самом деле, про массовость. Я считаю, что, дорогой вид спорта в каком плане? Если сейчас просто взять и расписать, например, растраты других видов спорта, это плюс-минус такая старая, как бы, тенденция, что ли, что теннис это дорого. То есть это клише, да? Ну, может быть, как вот сейчас в данный момент вот в Осетии, да, вот есть академия, все знают, Асгар, да, там есть бюджетные группы, там есть корты бесплатные для игроков. То есть это, честно говоря, не в каждом регионе есть бесплатные корты, которые предоставляют для тех, кто ездит на соревнования, показывают, представляют республику или город. Сейчас в республике в этом плане комфортно. Просто не хватает крытых кортов, катастрофически не хватает для спорта, потому что зимой 3 площадки в городе у нас. Летом еще как-то мы перебиваемся, там 7, еще там пару кортов есть. Вот. А про то, чтобы вовлекать, да, вовлечение как? Вот результаты, любой результат дает массовость, да, а массовость уже порождает звезд.
И сейчас у нас есть и результаты, и дети у нас, 2 человека в сборной России, и мастера спорта. Мы тоже можем не- назвать, кто эти люди? Конечно, это Нина Сазаонова, мастер спорта наша, она выполнила 2 года назад тоже, ну, как бы не каждый регион может похвастаться 2 мастерами спорта, потому что в теннисе мастера спорта выполнить это очень кропотливая, долгая работа. И Полина Конева, на год младше Нина, ей 17 лет. Вот, тоже уже дважды она мастера спорта выполнила. И вот, учитывая и видя вот эти результаты, конечно, появляется массовость какая-то. Ну, плюс я уже не говорю про Аслана Карацева, который уже мировая звезда. И вот эта массовость нужна. Поэтому для этого нужны корты, больше площадок в парке, даже в районах, как вот за границей, там в Штатах, вот в каждом районе по несколько теннисных площадок, таких доступных. И вот создавать вот эту посещаемость, массовость, и в этой массовости уже будет выявляться и таланты, и звезды. Вот, прежде чем Георгий задаст свой вопрос, я все-таки хочу подытожить на тему того, что теннис все-таки, пусть не самый дорогой, но и не дешевый вид спорта. Мы можем как-то собрать бюджет, сколько сегодня стоит хорошая ракетка, какие еще расходы родители делают для того, чтобы вот ребенок занимался в секции большим теннисом. Ну, давайте возьмем так. Ракетка 20 тысяч рублей. Насколько ее хватит? У профессионального игрока, тот, который ездит на соревнования, то есть старше 15 лет, нужно иметь минимум 3 ракетки. То есть в запасе там одна порвалась, другую взяла, чтобы... Потому что у каждого своя натяжка струн, своя форма, свой баланс и так далее. 3 ракетки. Сумка тоже 20 тысяч. Ну, вот это я говорю сейчас вот сегодняшние свежие цифры. Кроссовки там 15 тысяч. Ну, шорты, майки. Ну, понятно. Уже можно так... это Уже самое. приблизительно мы сложили Ну какую-то вот. картину. На самом деле проблема в поездках бывает. То есть говорят дорого. Это вот дорого, потому что у теннисиста все время должен ездить. Он играет круглый год. У него нету сезона или еще он должен круглый год периодически ездить, в месяц минимум играть одни соревнования, один турнир, чтобы поддерживать очки, быть в рейтинге и так далее. И вот ездить, это, конечно, бьет по карману родителей. Вот. А так, как таковых там каких-то спонсорских помощи, да не то, что не у нас, да и у нас в стране не особо это развито, в общем, помогать там спортсменам, одного человека взять и выделять ему деньги. То есть все на плечах родителей, к сожалению. Свет, я единственное добавлю, что для экономии бюджета, мне кажется, самое главное — это не поддаваться соблазну и не разбивать ракеты. Да. А то они Веришь на смотрят на атмосферу, звезд, да. И некоторые позволяют себе это делать. Да. Даже Дмитрий, Рублев. упаси Боже, даже Даниил Медведев перестал этим заниматься. Да, у нас только один остался, который никак не справится своими эмоциями пока что, Андрей Рублев. Ну, это его отличительная черта. Да. Уча, вы сами начали заниматься теннисом в 6 лет. Как вы считаете, сейчас возраст для того, чтобы начать вхождение в этот, не побоюсь слова, интеллектуально богатый вид спорта, сколько, вот, по вашим ощущениям? Ну, конечно, сейчас возраст сократился значительно, потому что раньше в 6-7 до 8 лет это было нормой начинать путь, а сейчас это 4. То есть 3-4 года есть группы. Относительно недавно создалась такая программа 10S, она называется, она в Асгарде тоже есть. 10S — это международная теннисная организация, создала для детей совсем маленьких, которые работают даже без ракетки пока, развивать моторику, там мягкие мячи, то есть мячи, теннисные мячи без давления. И чуть больше объем, чтобы можно было, то есть как-то вот там в 4 года уже пинать мяч. Там есть зона красный, оранжевые и зеленые мячи. И они идут вот следом. Вот красные большие, мягкие, оранжевые чуть пожестче, зеленые еще пожестче. И вот эта программа вот дала такую вот тенденцию тоже, чтобы начинали дети играть раньше в теннис. То есть сейчас в 7 лет, в 8 это уже поздновато считается начинать. То есть надо начинать намного раньше. То есть 3-4 года
Ну, 3 это зависит от ребенка, дети разные бывают, 3 Да. года просто. В 4 в среднем, в общем. 4 года это хороший возраст для того, чтобы начать играть. У нас уже есть в республике большие имена. У нас есть Алибек Качмазов, тоже молодой парень, который понемногу приближается к топ-100 рейтинга. Как подобные герои способствуют привлечению детей в спорт? Ну, однозначно это влияет, потому что вот даже когда у Аслана был такой феноменальный сезон, 4 года уже прошло, да, то, конечно, и говорили много, и приводили и новых детей, которые еще не играли, приводили их, спрашивали, а почему теннис? Ну вот мы посмотрели Аслана Карацева и захотели в теннис. Ну, конечно, это влияет на то, чтобы родитель среагировал и увидел, и сказал, о, возможно добиться таких успехов. Ну и популярность возрастает. Поэтому очень влияет. Еще влияют не только вот началу, да, а те, которые играют уже. Им даже больше импульса дает это, потому что они, вот скажем, с возрастом, с которым я занимаюсь в основном, то есть 13-15 да, лет, то они на пути там приближаются к взрослому теннису. И иногда все-таки у детей бывают какие-то сомнения. Ну вот я вот, как я могу там, они там, я тут. Но когда они видят, что Аслан Карацев выигрывает такие турниры, что Алибек Качмазов наш уже почти в 100, то у них, получается, появляется стимул приблизиться, играть и двигаться дальше. То есть это здорово. На всех это влияет позитивно очень. Да, понятно, что есть желающие, и, слава богу, есть стимул, куда идти, на кого равняться у наших ребят. А что у нас с кадрами? Как обстоят дела? Есть ли у нас сейчас тренера, которые готовы тренировать молодежь? Конечно, у нас есть там нехватка тренеров с игроками профи, которые, опять же, ездят, и вот прям вот они просто определились уже, что это вся их жизнь. Почти все в этом возрасте не учатся в школе, то есть они дистанционно учатся, чтобы заниматься, чтобы тренироваться утром. Тренера есть, занимаются с группами, но я лично, мое мнение, что, конечно, привлечь каких-нибудь специалистов и тренеров уровня профи было бы, конечно, неплохо. Но к этому нужно, да, стремиться, Вот идти. чего не хватает? Какая база нужна явно делать сейчас в заработной плате, да? Ну, Или смотрите, что-то еще, наверное, какие-то моменты? Вот все в крытых кортах, на самом деле. И вот даже если мы так? возьмем и пригласим тренера с другого региона, с другого города, скажем, там, ну, с Новгорода, да, там, или с Екатеринбурга, там школа вот как раз у них новая, он приедет, будет заниматься с нашими детьми, мы тоже там, и школа будет пойти, но он должен и сам иметь время, чтобы и заработать деньги, чтобы он не просто там приехал и оставил там дома все и приехал в чужой регион играть. Поэтому ему большей части, наверное, нужно место, база побольше. У нас-то она есть, но она маленькая зимой. То есть летом он позанимается, а зимой куда деваться? Ему придется обратно уехать, а потом опять... И это никого не устраивает. Он, если приезжать, должен приезжать на весь цикл годовой. Я считаю, что просто не хватает крытых, закрытых теннисных кортов. Мой брат занимается футболом, он мне говорит, что переход от молодежного до взрослого спорта – это самое тяжелое, что есть, в принципе, в этой игре для любого молодого парня. И хотелось бы спросить, в теннисе этот процесс происходит так же тяжело? Да, уверенно могу сказать. Да, потому что когда ты уже переходишь вот в тот взрослый, где уже возраст не ограничен, да, там происходит большей части такой психологический переход. Да, там, то есть ты играешь приблизительно с ровесниками, приблизительно всех знаешь, а тут уже раз, и тебе может попасться человек, там, опытнее тебя в 10 лет, там, да, и либо наоборот, там. Поэтому все как-то, кто как справляется. Ну, в большей части, конечно, здесь основной плюс, ну, способность нужна к адаптации, просто приспособлению этому, приспособиться просто к тому, что тут уже
скоростя немножко другие. И кто как приспосабливается, у того так и получается. Но это сложный период. Все ждут этого периода. Кто тренируется, это главный момент в их жизни. Вот, начинать взрослые и вот, денежные вот, с призовыми фондами турниры. То, с чем сталкиваются все игроки, как заработать свои первые очки ATP или WTA? Ну да, вот в этом и вся, как говорится... Загвоздка, да. Ну, выбирается турнир, ну, первого ранга, скажем, профессиональные турниры, который долго играл Асик Карацев, да, прежде чем пробил свой путь. Это там, называются они там между теннисистами пятнашки. 15 тысяч долларов призовой фонд. Это самый стартовый призовой фонд в турнире. Он проводится по всему миру? Да, он проводится по всему миру. И вот, чтобы на него попасть, тоже нужны очки. Даже на него. И есть отборочный этап, квалификация. Вот как-то попадают в отборочный этап, либо заявляются раньше, либо можно купить свободную карту, World Card, и сыграть квалификацию, пройти квалификацию, войти в основу и получить первые там какие-то очки профессиональные. Вот для человека, который не совсем в теннисном мире, это я сейчас про себя говорю, объясните, пожалуйста, о чем мы сейчас говорили? Тут была терминология, я правильно поняла, нужно какие-то вступительные взносы, да, у игроков есть? Да, вступительные взносы бывают на всех соревнованиях. Да, и на российском уровне, и детском, то есть взнос это такой взнос для участия. Ну, такое правило. Да, сбор. Вот. А касаемо вот фьючерсов, там история такая, что, ну да, взносы идут, но как вот главный вопрос, как туда попасть? То есть у тебя есть юниорские турниры. Если у тебя там какие-то очки есть, они как бы немного отражаются на эти фьючерсы. Если ты высоко стоишь в юниорах до 18 лет, то тебе легче попасть в этот отборочный этап. Если ниже, сложнее. Поэтому кому сложнее, тот ищет турниры по всему миру, где меньше людей, например, собирается в квалификации. И они попадают туда. Ездят в Африку, ездят в Японию, в Тунис, в далекие такие страны, где меньше людей. И вот пытаются как бы пройти эту квалификацию, попасть в основу, получить очко, вот одно, да, хотя бы, и тогда они попадают уже в рейтинг. Да. Все понятно. Свет, не Я захотела разобралась не уже в захотела ли системе. после всех данных поменять свою профессию? У меня- Пока что же еще не поздно учу. Нет, конечно. Никогда не Спасибо поздно. за веру в меня, спасибо большое. Напоследок, можно ли узнать, кто ваш любимый теннисист и кто вас вдохновлял в вашей карьере? Ну, это был Пит Сампрос, такой американский Знаю такого. теннисист. Мне всегда нравилась его манера там, бороться, поведение, настрой, его выдержка этики вот этой теннисной. И противостояние с Агаси, наверное. И противостояние с Агаси, и он много, очень мало кто, он такой непубличный человек, много не рассказывал журналистам, но у него такая не совсем легкая судьба была, но он в себе это вот борол, и теннис, можно сказать, спас ему жизнь этим. А так, ну, для меня, вот я всегда хотел встретиться с Сампросом, даже взять автограф, но пока не Ну, получилось. теперь надеемся, что кто-то из ваших учеников переплюнет достижения как Сампроса, так и Агаси, так и Надаля. И, Будем возможно, надеяться. Спасибо большое. Всё, спасибо вам за уделенное нам время. Мне было очень интересно. Вам спасибо, ребята. Хорошего дня. Как и обещали, это утро было слишком добрым, чтобы заметить, как оно прошло. А значит, подходит к концу и наш эфир. Хочется пожелать вам хороших выходных и прекрасного настроения. До скорых встреч. Пока-пока. I'm alive, lover boy, and Moses passed with
need to ask. Either smooth operator, smooth operator, smooth operator, smooth operator. Coast to coast, I late to Chicago, so me. And cross the north down so to Key Largo, for say. Face to face, it's classic case. We shot a box and double across. You need to change. A license to love, a sure as to hold. Melts all your memories into chains to go. His eyes like hid angels, but his heart is cold. No need to ask, either smooth operator, smooth operator, smooth operator, smooth operator. Coast to coast, I'm late to Chicago, stormy. Hey, cross the north down so to Key Largo, for say. Smooth